Сумму в размере 9 миллиардов 800 миллионов рублей планируют направить в 2021 году на поддержку сельского хозяйства в Якутии. Ранее сообщалось, что депутаты Илтумен в первом чтении приняли законопроект о госбюджете республики на последующие 3 года. Так, согласно проекту закона, на поддержку сельского хозяйства в следующем году предусмотрено 9 миллиардов 800 миллионов рублей. В том числе учтены средства на внедрение новых механизмов поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. В 2021 году порядка 2 миллиардов рублей направят на заготовку сырого молока и 1 миллиард рублей на поддержку скотоводства в личных подсобных хозяйствах. В проект республиканского закона о налоговой политике вносятся изменения, касающиеся налогов на прибыль и имущество организаций, доходов физических лиц, транспортного налога, специального налогового режима для резидентов ТОР. Согласно проекту закона, предлагаемые изменения можно разделить на 3 блока. Первый блок касается установления налоговых льгот для резидентов арктической зоны Российской Федерации в виде пониженных ставок по налогу на прибыль организаций в размере 0% на первые 5 лет и 10% на следующие 5 лет, а также освобождение от уплаты налога на имущество организаций на 2021-2025 годы. Во втором блоке предлагается повысить размер налоговых ставок по налогу на прибыль организаций, участвующих в региональных инвестпроектах, с 0 до 10% на первые 5 лет с момента получения первой прибыли от реализации проекта и с 10 до 13% на следующие 5 лет. Третий блок изменений касается актуализации ставок транспортного налога, в частности повышения в 2 раза ставок для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил, самолетов, вертолетов и иных воздушных судов, имеющих двигатели. Законопроектом предлагается повысить размеры ставок от 60 до 100 рублей, свыше 250 лошадиных сил от 60 до 120 рублей. Для воздушных судов с мощностью двигателя до 50 рублей за каждую лошадиную силу. Якутия получит дополнительно 93 миллиона 800 тысяч рублей из федерального бюджета на создание новых мест в школах. Данные средства будут направлены на завершение строительства школы на 150 учащихся в селе Балыктах Мегино-Кангаласского района. Общая стоимость объекта – 307 миллионов рублей. Строительная готовность школы по состоянию на начало ноября текущего года составляет 72,5%. Планируемый срок ввода – декабрь 2020 года. Средства предусмотрены в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта образования. Отметим, субсидии получат Якутия, Краснодарский край, Иркутская, Свердловская и Челябинская области. С помощью федерального финансирования в этих регионах до конца 2020 года будет создано 3600 дополнительных мест помимо уже запланированных. В Якутии до конца года будет создано 1080 новых мест в школах. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило выпуску 3-летних облигаций ЯТЭК умеренно высокий кредитный рейтинг. Аналитики агентства отметили сильную рыночную позицию компании, очень сильный бизнес-профиль и хорошую ликвидность. Среди сдерживающих факторов названы низкая доступность и диверсификация рынков сбыта, концентрация добычи на одном месторождении, слабые показатели денежного потока. По словам руководства ЯТЭК, компания планирует реализацию крупномасштабного проекта, в результате которого получит доступ к международным рынкам. Для достижения этих среднесрочных целей разработана инвестиционная программа, финансирование которой предполагается за счет средств от размещения облигационного займа. Вклад креативных индустрий в валовой региональный продукт Якутии составляет 1,6%. Такие данные подготовили эксперты Центра городских компетенций и Агентства стратегических инициатив. Выборка данных осуществлялась за 2019 год. В креативных индустриях Якутии задействовано 5500 организаций, среднесписочная численность работников которых составляет 5300 человек. Всего на креативные индустрии республики приходится 9,4% от всех организаций и 1,6% от всей численности работающих жителей региона. Выручка организации этого сектора в республике составляет 29,5 миллиардов рублей, или почти 3% от суммарной выручки всех организаций, зарегистрированных в регионе. Якутские предприятия принимают участие в 3-й международной китайской выставке импортных товаров и услуг в Шанхае. Организаторами выставки являются Министерство коммерции Китайской Народной Республики и Народное правительство Шанхая.
В рамках выставки организована экспозиция товаров и услуг таких экспортно-ориентированных предприятий Якутии, как якутские сувениры, Сахатас, ФПК Туймада, СейБиЭм и П. Пестерева. Продукция якутских предприятий будет представлена вниманию посетителей выставки до 10 ноября. Это были новости экономики на Якутия 24. Выпуск подготовила Нургуяна Иванова.